Санкт-Петербургский международный экономический форум. В этом году он проходит в 29-й раз. И не случайно. Его девизом выбран прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. Участие на форуме в этом году принимают представители 130 стран мира, в том числе гости из США, Франции, Германии. И у каждой страны на форуме свой интерес. Такие форумы дают возможность встретиться и общаться с интересными людьми со всего мира. И я думаю, что любой дела, даже любой бизнес-дела начинается с общения, нетворкинга. Площадь форума 210 тысяч квадратных метров, почти 9 красных площадей, 42 футбольных поля. Прошла только первая половина дня, а обратите внимание, у меня уже почти 9 тысяч шагов. Павильоны обозначены буквами за каждой десятки стендов стран, регионов России, крупнейших компаний страны. Планируется участие в ряде сессий, подписание соглашений, встречи. Они касаются таких важных для республики отраслей, как связь, инвестиции, креативная экономика, конечно же, межрегиональное сотрудничество, встречи и подписание соглашений с такими крупными компаниями, как «Газпромнефть», МТС Медиа, Мегафон, МГИМО, Wildberries, Санкт-Петербургский музей антропологии и другими компаниями. Здесь же проходят деловые встречи и подписываются крупные соглашения. 26 соглашений на 88,5 миллиардов рублей подписано. Причем соглашения есть не только денежные, есть у нас соглашения по плану нашей дальнейшей работы с нашими братскими республиками. ЛНР – соглашение в области социально-экономического развития до 2030 года. Экономика, социальная сфера, культура, от поставок котельного и горно-шахтного оборудования до сотрудничества в IT. С ДНР Якутия также наметила план сотрудничества до 2030 года. Десятки направлений. Так, например, дома культуры ДНР оснастят кинопроекторами «Экстра Синема». Ключевым направлением остается восстановление инфраструктуры в ДНР. На сегодняшний момент Донбасс восстанавливают несколько шеф-регионов. Одним из них является Якутия. Осуществляется ремонт дорог как внутри, так и межгородские. Осуществляется ремонт школ, детских садиков, общеобразовательных учреждений, больниц. Международная повестка. Прошла встреча с представителями Казахстана. Большое внимание уделили развитию культурных и гуманитарных связей. Первая в повестке – палеонтологическая выставка с уникальными находками из Якутии. Кыргызстан. Обновили соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном. У нас давние теплые отношения. Торговля, культура, образование, спорт. Так, например, в Кыргызстане любят и почитают наш якутский масс-рестлинг. Эта работа будет продолжена. Во-первых, большая благодарность организаторам форума, российской стороне за традиционно теплый прием, оказанное гостеприимство, а также за прекрасную организацию форума. Я думаю, не только я, а, наверное, все участники форума единогласно будут согласны с тем, что это уникальная площадка и возможность для организации встреч, построения бизнес-диалога. Четвероногие, Дай лапу. двуногие, Вот этот Кай, Их обоих Кай зовут. чтобы вы не путались. Одно имя на двоих. Да. офисные сотрудники будущего. Привет, меня зовут Матильда. А в Якутии будущее строят прямо сейчас. Ленский мост – первый в мире вантовый, который строится в условиях вечной мерзлоты. Первый в России с применением наплавных кофердамов. Это все реализуется, несмотря на то, что еще буквально недавно мало кто мог об этом даже подумать. И я считаю, что это отличный опыт для мирового сообщества. Мы показываем, мы демонстрируем прекрасный проект и говорим о том, как нужно относиться к региону Арктики и к людям, которые там живут испокон века или приезжают и открывают для себя эти регионы. Так что проекту отличного будущего и прекрасного процесса реализации.
Ленский мост даст новый импульс инвестпроектам. Поэтому Якутия в этом смысле уверен, что в короткой перспективе тоже привлечет иностранных инвесторов в международную торгу. С вводом Ленского моста откроют и крупный сортировочный центр Вайлдберрис близ Якутска. Его площадь составит 52 тысячи квадратных метров. Земельный участок мы окончательно утвердили. Стройка уже может начаться к концу 2027 года. При этом это даст возможность уже создания уже порядка 1000 новых рабочих мест. Не говоря уже, конечно, о значительном сокращении цен, которое последует за открытием такого огромного центра у нас в Якутске. При этом Вайлдберрис также заинтересован и в поддержке наших народных художественных промыслов, нашего малого бизнеса. Разговаривали мы об участии его в системе образования и других проектов гуманитарного характера, в которых Вайлдберрис, как крупнейшая российская корпорация, готов принять участие. Сейчас уже ведутся, по-моему, изыскательные работы, потому что строить Якутию – это вызов для нашей компании, поскольку у вас вечная мерзлота, и это, конечно, требует разработки и подготовки специальной. И, конечно, для нас тоже ожидаемый проект, поскольку это даст доступ наших покупателей к товарам, которые производятся в Якутии, и, соответственно, улучшить доступ жителей Якутии к товарам нашей площадки. Одно из важных соглашений подписано между Якутией и «Газпром Энерго Холдинг». Документ о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития ТЭС Чульман и Республики. Станция снабдит электроэнергией ЖД инфраструктуры БАМа и Транссиба, а также решит комплексные задачи развития региона. Еще одно соглашение подписано с компанией «Мегафон» на развитие телеком-инфраструктуры в регионе для повышения безопасности и качества жизни. Конкретно речь идет об улучшении связи вдоль автозимников, в том числе Яны, пилота голосового робота с поддержкой якутского языка для госорганизаций, например, применимо для ЗАГСа, и расширение системы раннего обнаружения лесных пожаров. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Отдельно выделил бы соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией. Многие оценивают это соглашение как эпохальное, потому что подписано соглашение о поставке 11 самолетов, 6 Ту-214 и 5 суперджетов, которые, конечно же, закроют потребности авиации Якутии по среднемагистральным, ближнемагистральным самолетам. Первые поставки суперджетов могут начаться уже в конце следующего года. Большая эта работа была проведена, и уверен, что мы ее до конца доведем. Ту-214 будет менять сегодняшний Boeing 737, которые летают на Москву, на Санкт-Петербург. Эту маршрутную сеть освоит Ту-214. У нас открывается очень интересный рынок на Китай, на Юго-Восточную Азию. Туда также будут присоединяться и суперджеты. Мы, конечно, ждем завершения сертификации самолета Ил-114. Подписано также соглашение с крупными российскими корпорациями, такие как «Газпромнефть», как «Саханефть», Иркутская нефть, это дочка Иркутской нефтяной компании. Кстати говоря, это соглашение, оно направлено, как ни странно, не на какие-то тысячи тонн поставок нефти или работы по каким-то объектам. Это направлено на сохранение и развитие популяции лесных бизонов у нас в республике. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Соглашение, которое сейчас было подписано, оно расширяет деятельность компании «Саханефть» в участии в проекте по сохранению и восстановлению популяции лесного бизона. Соответственно, данный проект мы поддерживаем с 2024 года. Он является долгосрочной нашей инициативой в рамках устойчивого развития. И еще с полей форума в Якутии запустят первый пилотный проект арендного жилья в сегменте ИЖС. Проект реализуют на базе строящегося коттеджного поселка Селекдар Вилледж в Алдане.
Дом РФ профинансирует строительство 40 индивидуальных домов и 10 домов блокированной застройки, а также спорткомплекса и частного детского сада общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. По сути дела, создан такой новый арендный бизнес, но уже ИЖС, индивидуального жилищного строительства. Это, конечно, в России еще такого не было. Ну и самое главное, это еще и деревянное домостроение. Поэтому здесь все впервые. Появился уникальный продукт, которым первым будет использовать золотодобывающая компания «Селектар» в нашей республике. При поддержке правительства республики, при поддержке доноров у их работников появится возможность уже сегодня получать льготную аренду деревянные дома, полностью уже комплектованные, через некоторое время с правом выкупа. Замечательный проект, и я уверен, что это даст мощный импульс в дальнейшем уже и не только решению задач поддержки строительства, домостроения, но и демографической политики. О поддержке демографии и института семьи на форуме договорились и с горно-рудной компанией «Западная». Теперь там появится золотой стандарт корпоративной поддержки демографии. Одним из ключевых направлений станет введение семейного капитала в размере 1 миллиона рублей при рождении 3-го и последующих детей у работников предприятия. Хотел бы также отметить и проекты, связанные с наукой. У нас подписано соглашение с Кунсткамерой, ведущим музеем, ведущим институтом научным Российской академии наук по изучению дальнейшем якутской Арктики, в том числе исторических документов, популяризации ее. Я считаю, что это очень такое важное событие в преддверии 400-летия вхождения Якутии в состав российского государства. Отдельно отмечу соглашение с МГИМО, ведущим образовательным учреждением высшего образования, как раз в сфере международных отношений. Для меня было очень приятно узнать, что вот в этом году на крупнейшем международном конкурсе, где участвовало 160 стран, Россия вошла в топ-5, и 2 из 6 участников сборной России были как раз студентки из нашей республики, которые учатся сейчас в ГИМО. Поздравляем участников с подписанием соглашения. И очень много ребят, замечательных, блестящих, талантливых, приезжало из Якутии, получали образование. И видите, и сегодня они показывают такие классные, я бы сказал, результаты. И еще из соглашений Якутия и холдинг «Он Медиа» объединят усилия в продвижении кино и медиапроектов. Так, например, уже в июле этого года компания поддержит главное кинособытие региона – Якутский международный кинофестиваль. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Ну и в остальном еще раз хочу подчеркнуть, что много соглашений подписано по самым разным направлениям, и креативной экономики, и традиционной нашей экономики, по инвестированию тех или иных проектов. Уверен, что они все послужат главной цели – повышению качества жизни людей у нас в Якутии. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Санкт-Петербург.